لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم بتقوى الله وإياي وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Мы вот эти три последних хутбы мы посвятили этой ае, которую мы только что прочитали. «Инна арадна ал-аманата аля самавати валь-ард». Мы предложили, Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, мы предложили самават, небесам, валь-ард и валь-джибаль, и земле, и горам, аль-амана, инна арадна аль-амана. Амана перевели мы здесь уже, как мы сказали, третью хутбу, как ответственность. Аллах Субхану ва Та'аля предложил небесам, земле и горам ответственность. В некоторых переводах завет о вере. То есть принимаете эту веру, религию, единобожие, поклонение, подчинение Аллаху Субхану ва Та'аля. Фаабайна ан яхмильнаха ва ашфакна минха. И они воздержались, небеса, земля, горы воздержались, ва ашфакна минха, ва хамалаха инсан, испугавшись. То есть они испугались и воздержались, когда им был дан выбор, «Вахамаля инсан», но это взял на себя человек. Человек. Адам переводится в некоторых тафсирах. Или Адам, или мы все, которые пришли от Адама. «Вахамаля инсан», и взял это ответственность. То есть мы взяли на себя. Мы дали это слово, это завет. И вахаля инсан иннаху кана. Вот здесь все эти хутбы, вот суть нашей сегодняшней и прошлой, и позапрошлой хутбы, вот здесь иннаху кана, поистине этот человек, иннаху кана залуман жагула. Залум — это усиленная форма слова зульм. Жагуль — это тоже усиленная форма от слова жагль. И мы прочитали целую хутбу про жагль, незнание, и сказали это первое, это основная или самая большая корень всех бед. Даже ширка, даже куфра, даже всего-всего. Незнание, жагль, незнание. Незнание. Потом сказали, у человека есть второе качество. У нас, у людей, у сынов Адама, у человека есть жагль в крови, или врожденное качество, или в природе. Жагль и зульм. Жагур, даже усиленная форма жагля. То есть много жагля, и потом залум, это усиленная форма зульм, то есть несправедливость, беззаконие, притеснение, ущемление. Это, если посмотрим слова. А если говорить в сегодняшнем модном языке, это террор, это экстремизм, это все. Это ваххабизм тоже может туда добавить. Аллах Субхану ва Та'аля объясняет нам, что у нас есть это качество, то есть зульм. И этот же Аллах Субхану ва Та'аля в этом же Коране призывает нас. И мы вот отсюда, с этого мимбара призываем. Противостоим всем видам и жагля, и зульма. Хотя говорят о нас очень по-другому. И альхамдулилля, эта хутба не сегодняшняя хутба. Альхамдулилля, это была хутба, которая была, когда пришли. И была до этого. Альхамдулилля. И первая хутба, и последняя хутба, и серединная хутба, и все хутбы, и все уроки — это призыв к ильме, знаниям, порядок, доброта, чистота, уважение, взаимопонимание. Аллах свидетель. Мы за эти слова мы ответим перед Аллахом, не перед людьми. Но и людям тоже говорим, что мы, и альхамдулилля, и эти даже последние хутбы были связаны со зульмом, несправедливость, беззаконие, ущемление, притеснение, угнетение, жестокость, или террор, экстремизм, сепаратизм, можно назвать все. Аллах Субхану ва Та'аля не любит. Я ибади
говорит: о мои рабы, о те, которые уверовали. Хадис Кудси, хадис достоверный. И как мы можем быть или допускать, или призывать, или согласиться зульму, террору, когда Аллах говорит: о я ибади, о мои рабы. И посмотрите на обращение Аллаха субхану ва тааля: о мои рабы. Те, которые уверовали в Аллаха, те, которые любят Аллаха, хотят узнать, что Аллах говорит. Инни харрамту, я сделал для себя запретным азульм. Зульм, Аллах говорит, я делал для себя несправедливость и беззаконие, для себя сделал запретным. Важаальтуху, и сделал его между вами мухарраман, запретным. Фаля таваляму, и не проявляйте зульм. Мусульманин, Коран, Сунна, где террор, где экстремизм? Когда мы, и Аллах субхану ва тааля, и Коран, и Сунна переполнена. Субханаллах. И первое это. Второе, как мы сказали в последний раз, больше 240 мест в Коране. Не один раз Аллах сказал, не два раза, больше 240 мест. Знатоки Корана говорят, что зульм, несправедливость, беззаконие, притеснение, больше 240 мест упомянулось в Коране. Как Аллах Субхану запрещал, как Аллах Субхану угрожал, предостерегал, это только в Коране. И хадисы переполнены. А зульм, иттаку зульм, посланник Аллаха говорит: бойтесь зульма. И каждый раз не хочу перевести это слово, но прошу запомнить, слово зульм, это начинается с притеснения, с угнетения, ущемления, жестокость, террор, экстремизм. Иттаку, бойтесь зульма. Почему, пророк, почему вы? Фаинна зульма, потому что это зульм, это несправедливость, это террор. Зулумат обернется в судный день мраком. Мраком для вас. Туча, мрак, когда благородные, правоверные, праведные рабы Аллаха, их благоугодные дела ведут их, и будет им светом, залимом, этим притеснителям, угнетателям, террористам. Судный день это обернется зульм, это мраком судный день. Хадис достоверный. Я не знаю, как еще со слов Аллаха, со слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы же называем себя мусульманами. Мы же должны быть мусульманами и призываем быть мусульманами, истинными мусульманами, по Коране и по Сунне. Даже привели в тот раз и повторяем, не только зульм, не только притеснение человеку, а даже животному нельзя, потому что это животное, живое существо, чувствует, видит. Из-за этого мы привели хадис и повторяем, что женщина вошла в ад вошла. И здесь речь идет не о мусульманках, а мусульманка, которая могла войти в рай, но из-за чего? Из-за того, что она заперла кошку, животное, из-за кошки вошла в ад. Хадис достоверный, и все мы это знаем. Так как мы можем проявить зульм, несправедливость? Что такое зульм? Определение слова зульма. Как понять? Это делать должное, правильное, хорошее дело неправильным образом. То есть, тебе сказано, делай это, если ты делаешь это наоборот, это зульм. То есть, если в религии это чрезмерный подход, то есть добавлять, или жестко относиться, или упущение. Сказали тебе, веди себя с братьями так, с соседами так. Если ведешь не так, то есть то, что ты должен был делать, если делаешь это несправедливо, неправильно, незаконно, значит ты проявляешь вид зульма. И мы тоже привели очень великие слова великого ученого Ибн Таймия. Любое государство, любая страна, любая деревня, любой хутор, где будет проявляться зульм, несправедливость, даже если они будут мусульманами, это близок, что Аллах его уничтожит со своим исламом, потому что ислам и зульм, они две разные вещи, которые не может
взять или собрать мусульманин в одной голове их не будет. Или ислам, он верит в Аллаха, он любит Аллаха, он слушается Аллаха. Или он на кончике языка говорит это и делает совсем другое. Вот тогда он и террорист, и экстремист, и назовите как хотите вот эти имена. И мы тоже последние взяли, вот на этом остановились 3 вида зульма. Это ученые сделали, вот это разделили на эти категории с хадиса. Потому что Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, зульм, 3 вида зульма, то есть это беззаконие, несправедливость. 3 вида. Это первое относительно Аллаху субхану ва тааля, не верит в Аллаха, предавать ему сотоварища, не благодарить Аллаха, относительно Аллаха. То есть делать зульм, мы делаем зульм относительно Аллаха, или делать зульм относительно своих, таких же рабов, как он, мусульманин он или не мусульманин. Или 3-й вид, это относительно самого себя. И первый вид, это то, что Аллах не простит. Относительно, то есть ширк, многобожие или неверие, которое Аллах не простит. Второе, то есть относительно своим братьям, это то, что Аллах не оставит тебя, не войдешь в рай, пока не очистит тебя Аллах. Или ты не отдашь свои благие деяния им, или те отдадут тебе свои плохие, эти грешные дела. В общем, и 3-й зульм, это то, что человек делает между ними и Аллахом, который не касается его братьев. И это, если он покаялся, Аллах субхану ва тааля ему это прощает. Халид аль-Бармаки был такой во время аббаситов, после этих праведных этих халифов, время было эти аббаситы, амияды, вот разные эти династии, когда был царем, королем, руководителем страны, и по воле Аллаха попал в руки этих, и потом сел в тюрьму, его сын обращается всех вот эту семью. Халид аль-Бармаки, его сын спрашивает: отец, что с нами произошло? Что мы сделали? Почему? Мы были на троне, а сейчас за решеткой. И здесь отец отвечает: даватуль мазлум, мольба притесненного, гафильна анха, не обратили внимания, не услышали мы его. Валякин Аллах, но Аллах обратил на него внимание. Аллах услышал и ответил: вот что. То есть, где бы ты ни был, как бы ты ни был, если притесняешь кого-нибудь, ущемляешь, даже если это притесненный является не мусульманином, так прямо сказано в хадисе, даже если он большой грешник, нету между притесненным и между Аллахом преграды. Клянусь своим величием, говорит Аллах субхану ва тааля, непременно отвечу. Непременно отвечу. Это о чем нам говорит? Что зульм, террор, экстремизм, беззаконие неприемлемо. В адрес кого? Даже животного. Вот с этим сказано все. Посмотрите, залим, что будет говорить в судный день. Аллахи, это один ая хватит мусульманину задуматься, является ли он залимом, есть у него хоть малый зульм. Яума яадду залиму аля ядайн. Тот день, когда залим, яадду будет кусать свои руки. Не пальцы, а руки. Здесь тоже усиленная форма. Яума яадду залиму аля ядайн. Из-за чего? Фаякуль, и будет, и скажет, и будет вот это говорить: я лайтани тахазту ма'ар расули сабила. О, если бы, вот прошу обратить внимание на это слово, о, если бы, все уже прошло, сейчас если не поможет, судный день уже, о, если бы я следовал за посланником, узнал своего посланника, узнал, сначала знать, чтобы убрать джахл, потом идти за ним, узнать свою религию, потом воплощать, выполнить приказы этой религии. Я лайтани, я вайлата, о горе мне, я вайлата лам аттахиз фуланан халила, не взял бы я другого, любого другого своим руководителем, другом, близким. То есть это ая, еще раз говорю, если до человека, до сердца это не доходит, пусть читает 100 раз. Это любой из нас может сказать в судный день, когда уже ничего не поможет.
все уже, о если бы, нету уже, прошло. А сегодня мы живые, слышим, понимаем и должны немножко задуматься. Что должны делать? Да, как Ибн Аль-Каим говорит, прошу тоже обратить очень великие слова этого великого ученого. Человек, как мы знаем, с этого ая он это берет. В основе у него есть это жаль, незнание, зульм, это беззаконие. И шариат пришел, чтобы закрыть эти два очень опасных качеств, чтобы исправить, совершенствовать шариат, ислам, вся религия Аллаха, чтобы вот эти, если образно сказать, два рога, острые рога у нас, которые пришел отточить, зная, что нельзя ни туда, ни сюда. И Ибн Каим говорит, ссылаясь на это ая, что так как у нас это есть, и мы, зная или не зная, умудряемся делать вот эти греховные, эти дурные дела, человек должен, пока он живой, то есть человек с этими качествами, этими жахлем и зульмом, умудряется набрать много грехов. И не войдет он в рай, пока не очистится. А очистится он или здесь, в дунья, с разными испытаниями, или в судный день с огнем ада. То есть, да, у нас есть это самолюбие, жаль, незнание. И шайтан — это самые великие, самые мощные оружия шайтана. Жаль и зульм. И зная слово Аллаха, путь Аллаха, религию Аллаха, ты закрываешь шайтану вот эти две большие дыры, две большие двери, которые шайтан со своими этими отрядами заходит и делает из тебя что угодно. Из-за этого любое испытание в дуня, любое испытание, каким бы ни было, это очищение. И это лучше, чем в судный день оказаться в аду. Но никто, имея в себе вот эти два этих качеств, которые мы сказали, жах и зульм, и через него зарабатывая, или получая вот эти грехи, не войдет в рай, пока не очистится. Очистится он здесь или в судный день в аду. И что от нас требуется? Первое, тахаллус, это избавиться от зульма. Если до этого было в голове что-то, какие-то тараканы, этого убить, этого взорвать, этого зарезать, нету. Этого поправить, этого направить, этого, я не знаю, приглашать этого, призывать истине. Зачем тебе? Субханаллах, Али, ради Аллаха, двоюродный брат пророка, пророк ему дает меч и говорит, с именем Аллаха и с помощью Аллаха иди вот, когда они окружили. Но, говорит, если ты поправишь или направишь на истинный путь одного, это лучше тебе все, что на это, то есть лучше всего, что на этом свете. Зачем? Нету у мусульманина вот эти негативные, эти дурные, эти левые подходы к вещам. Тахаллус, избавиться с головы, сердца, вот это черное, это дурное, это жахильское и залимское, то есть невежеское и несправедливые понятия. Это тахаллус. Сам посланник, саллаллаху алейхи вассалям, до смерти говорит, если я кого-нибудь ударил, вот моя спина. Если я у кого-то взял что-то несправедливое, вот мои деньги. Чтобы никто в судный день не пришел ко мне и сказал, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, у тебя остался, у меня проявлен твой зульм, то есть какое-то право ущемлено. Кого я ущемил, вот моя спина. У кого я взял, вот мои деньги. В судный день не подходите, не говорите. Если сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, старался очиститься в этом мире, насколько мы должны это? Это первое, это тахаллус, это избавиться, спасаться до судного дня от этого зульма. Второе, тоже немаловажно, это не говорить, то есть сидит Умар ибн Абдул-Азиз, к нему пришел Раях, сын Умайда, и начал грубить или ругать Хаджадж ибн Юсуфа. Хаджадж был залимом, беззаконник, несправедлив, убивал людей. Был мусульманин, но залим. И этот Раях начал ругать его. Хотя этот Хаджадж достоин это, но
Умар ибн Абдул-Азиз остановил его и сказал: не ругай, потому что, быть может, кто-то сделает это зульм и сделал себе этот грех, и мы, люди, которые проявлены, скажем, ругая, делая гиба, быть может, опередим его в грехе. И в судный день не только у него нету что-нибудь нам дать, наоборот, мы должны будем ему еще отдать. Да, у нас есть, будет на этой земле залимов, беззаконников, но если у тебя есть возможность исправить, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Унсур, помоги залиман ау мазлума», притесняющего и притесненного. А сахаба говорят: как притесненному помочь, понятно, а притеснителю, этот беззаконник, как ему помочь? Держите его, удержите его от этого зульма. Если твой друг, брат, сосед, я не знаю, ученик, товарищ, если действительно намерен, у него в голове что-то не то, не понимает, удержи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это приказ пророка удержать от зульмов. Сам ты не делаешь, но видишь и сидишь, тогда ты становишься соучастником. Хочешь ты или не хочешь? Ал-Залиму маль'ун. Пророк говорит: проклят залим, притеснитель. Маль'ун, проклят. Аллах сам проклял его. Посланник его проклял, и Коран проклинает. Много аятов ла'натуллахи аля залим. Пусть Аллах покарает залимов. И в конце завершения тоже хочу обратить внимание, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, послал Муаза, радийаллаху анху, в Йемен, послал в Йемен, чтобы призывать людей к религии Аллаха субхану ва тааля. И все мы этот хадис знаем, здесь много говорит, очень важный хадис. И сказал: пусть будет то, что ты начнешь, шахада, свидетельство, ля иляха илля, таухид. Это первое. Субханаллах. Прошу всех вот посмотреть на этот хадис и заканчивать. Начал с таухида, потом намаз, это обязательно, потом бойся мольбы залим, мазлума, притесненного. Муазу, своему близкому сподвижнику, он указывает: начни с таухида, но бойся зульма. Что это значит? То есть не делай те вещи, которые толкнет тебя на зульм. То есть, и мы в тот раз тоже сказали, когда мы говорим о зульме, мы имеем в виду то, что противоречит зульму, это справедливость. Потому что, говорит посланник Аллаха, нету между мазлум это притесненный, и между Аллахом преграды. Вот наша религия. Посланник посылает человека в Йемен, с Медины в Йемен. Человек, он уже посланник, то есть он посланник посланника Аллаха. И объясняет ему суть этой религии. Начни с таухида, потом намаз, потом это, и бойся зульм. Вот вкратце вся наша религия. Суть нашей религии. Таухид, намаз, пост и подальше от несправедливости, беззакония. И сегодняшним языком модным, да, от террора, экстремизма и так далее и тому подобное. На этом, иншаллах, завершим первую хутбу, и второй хутбе тоже будет. И после намаза важное объявление, не обвинение, астагфируллах, важное объявление. Прошу 3 или 5 минут никому, как говорится, не вставать, подождать, потому что это важно для нас, для всех, иншаллах.